Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится в ближайшие часы, в ближайшие дни? Давайте посмотрим, что вас ждет, что судьба для вас готовит. Загадайте на себя, задайте вопрос от своего имени. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем разбираться, что ждет вас, что с вами случится в ближайшие часы, в ближайшие дни. Начнем с того, что здесь какой-то человек готовит вам сюрприз, причем очень приятный сюрприз. Этот человек вам за что-то очень сильно благодарен. Что-то вы очень хорошее для этого человека сделали, либо чем-то помогли, а может быть, простили этого человека, либо где-то глаз прикрыли. Вот, очень-очень хочется сделать вам приятно. Очень-очень хочется, чтобы вы порадовались. Вот прям готовит вам сюрприз. Для женщин мужчина, для мужчин женщина, соответственно. Да, человек противоположного пола. Прям смотрите, такую деятельность бурную развел. И действительно, я вижу, что сюрприз будет удачным. Вам очень понравится, вам будет очень приятно. И прям душу отведете, да, вот в радости душу отведете. Какие-то даже моменты, когда вы сможете переключиться с проблем и действительно порадоваться. Порадоваться вот как маленький ребенок, да, хорошему желанному подарку. Тут и сам момент вот этого сюрприза вас порадует, и то, что человек оказался вот настолько благодарным. Да? Кто бы мог подумать, но человек такой вот благодарный. Человек может быть как и свой родной близкий, так и, например, человек, с кем у вас там особо близких отношений нет, там пару раз общались, либо вместе что-то делали, и действительно вы там помогли. Причем помогли, может быть, даже как-то случайно, либо вы всем помогаете, да, просто не заостряйте на этом внимание. Да, подарок, сюрприз и много-много прекрасных моментов, да, связанные вот с этой благодарностью. Дальше, мои хорошие, две женщины спорят по поводу одного мужчины. Спор пустой, абсолютно пустой, потому что мужчина уже определился, он уже вас выбрал, он на вас смотрит, он в вашу сторону повернулся. Это может быть и личные отношения, и также могут быть всякого вида рода там, дружба, связи, работа, служба, да, в таком ключе. О ком бы вы не спорили, в ком бы вы не сомневались, человек выбирает вас и только вас. И это уже как решено, это уже все, знаете, факт. Это уже случилось, человек уже выбрал вас. Та другая женщина, либо тот другой человек всего лишь выдает желаемое за действительное. Вот. А в себе не сомневайтесь. Вам ли сомневаться? Видите, в вашу сторону человек смотрит. Так, с левой стороны кто-то пытается вас привлечь к какой-то работе, либо какую-то работу на вас навешать, тоже может быть. Здесь попытка очень хитрая. Вас могут просить, вам могут приказывать, и вас даже могут обманывать, да, с целью, чтобы вы какую-то работу взяли на себя и выполнили. Нечестный человек рядом, либо человек знает о том, что вы очень исполнительны, что вы очень мнительны, что вы очень восприимчивы, да, и попытается вас вот так вот обмануть. Опять же, не теряйте бдительность, все проверяйте, по несколько раз проверяйте и не стесняйтесь задавать вопросы. Вот. Это вам поможет. Чужого на себя не берите, иначе вас просто завалит этим объемом работы, еще с вас потом будут требовать, что давай быстрее, скорее. Да, зачем вам это нужно? Это ни к чему. С правой стороны дорога уходит вверх.
дорога. Что-то будет откладываться, что-то будет переноситься. Но это не критично, наоборот, это к лучшему. Если у вас назначена встреча, либо у вас есть, например, запись там кому-то, вам звоночек, либо смс-очка, давайте перенесем. Соглашайтесь. Соглашайтесь и не настаивайте. Чем позже состоится эта встреча, либо чем позже вы попадете на прием, тем будет лучше для вас. Потому что дорога, она удлиняется и поднимается вверх. То есть, если переносится, это к лучшему. Вот, к лучшему для вас. Дальше. Месяц под головой лежит. Сны какие-то необычные вам будут сниться. Запоминайте эти сны и старайтесь их разгадывать. Хотя бы ощущения во сне запоминайте. Сны мне идут вещами, вещи и сны. Может быть, даже один и тот же сон несколько ночей подряд. Либо один сон, но он настолько яркий, настолько вот как в жизни, да, как в реальности. Это вещи и сны. Сильные дни идут, поэтому вы можете видеть вещи и сны. Скорее всего, будете их видеть. Кстати, можно этим воспользоваться. Вот ближайшие 3 дня, они очень сильные. Вы также можете даже загадывать себе сны, например, на хлеб и на воду, ну, либо просто просить дать вам ответ. Загадывать на хлеб, на воду я вас сейчас научу. Вы просто думаете о своем вопросе несколько раз, а потом просто говорите, что если будет ответ «да», то будет вода, если нет, то будет хлеб. Вот. И запоминайте, что вам снится. Вот. Вам может присниться как и водоем, и вы из него пьете, так и чашечка там, чая, стаканчик воды, ведро воды. Ну и также может еда присниться, там хлебушек целый, хлебушек кусочком, там бутербродик, в таком ключе, крошечки могут присниться. Вот, запоминайте. То есть прекрасная возможность в ближайшие 3 ночи, да, получить ответ на свой вопрос. Ну и вообще сны, вещи в ней идут. Дальше. Кто-то вам поток перекрывает. Поток воды перекрывает вам какой-то человек, собой закрывает. Это верный знак конкуренции, либо борьбы за ресурсы, за возможности. У кого-то на работе такая ситуация может произойти. Вот впрямую, в наглую кто-то начнет под вас копать, либо претендовать на ваше место, претендовать на вашу должность, претендовать на ваших клиентов. Какая-то вот беспардонная, бесстыжая личность. Но у других, например, в отношениях, да, кто-то в наглую может клеиться к вашему мужу, либо к вашему парню. Терпеть нельзя. Нужно это сразу пресекать, прерывать, обрывать, грубо говоря, на полдействия. Вот. Показать, что вы будете бороться и что вы просто так не сдадитесь, не отступите, не уступите, и что с вами лучше не связываться. Чем, грубо говоря, вы себя ярче проявите, давайте уже прямо говорить, агрессивней, тем будет лучший результат, тем быстрее этот человек отойдет, отступит и сдастся. Но вот в наглую вижу, что вам поток перекрывает, либо финансовый, либо любовный. Какая-то наглая персона. С левой стороны мужчина женщине клятвы дает, что-то ей обещает. Знаете, это может быть и ваш близкий мужчина, любимый мужчина, и также это может быть мужчина, с кем вы, например, работаете, с кем вы в родстве, может быть, с кем дружите. Этот мужчина вас поразит теми клятвами, теми обещаниями, которые будет вам давать. Вы просто будете в шоке. Может быть, вы и не просили, чтобы он там клялся и обещал. Может быть, для вас это вообще будет что-то странное, нет мира сего. Но с другой стороны, вижу, что его инициатива, и он вам будет клясться и что-то обещать. И будьте уверены, чего бы это ни стоило, мужчина все свои клятвы, все свои обещания, которые вам даст, он 100% сдержит. А у кого-то отыграется, что он не только сдержит, он еще и как-то перевыполнит, сделает гораздо больше, чем обещал, чем клялся. Такая прям, знаете, откровенность между вами, честность и даже какая-то энергетика специфическая образуется. Все, что мужчина вам скажет, все исполнит, все сдержит и все выполнит. Так мне идет. Но для вас это будет прям как-то странно, удивительно и необычно. Да. С правой стороны показывают вас в чем-то очень красивом, необычном, нарядном, либо новом, и так может отыграться. Вижу, что многие будут на вас смотреть, но взгляды не все будут добрыми.
либо люди в вашем окружении так и проявятся. Кто нормальный, кто адекватный, кто добрый, будет вам комплименты делать, потому что вы действительно хорошо выглядите. Вам этот наряд, эта одежда к лицу, либо очень красивая, хорошая, качественная. Ну и будут те, кто будут, ну там, высмеивать, либо как-то критиковать, что типа не по возрасту, там маркая, яркая, там какой-то фасон не такой. Вот эти люди завидуют. Вот сразу все как разделится, поделится, и все станет на свои места. Кто нормальный, ну а кто гадость. Дальше. Встреча мужчины и женщины с очень неожиданным финалом. Девчонки, это может быть ваш бывший, это может быть парень, который вам нравится. То есть вы встречаетесь, идете с ним, ну, грубо говоря, там, не знаю, кофе попить, да, там бывший попросил о встрече, либо он к вам приходит, там, что-то вам рассказать хочет. Вот, но неожиданный финал, сами понимаете, да, в горизонтальном положении, и встретите рассвет, вместе позавтракаете. То есть даже если вы категорически настроены, что нет, там, ни в какую, я не соглашусь, не буду, не будет этого, я вижу, что что-то такое найдет, нахлынет, и вы просто себя не сможете держать в руках. Ни вы, ни он. То есть если вы не планируете интимной близости ни с кем, лучше не ходите на свидание и не встречайтесь со своими бывшими. И еще, мои хорошие, вижу, что ваше положение становится более прочным. Положение как в целом в жизни, так и, например, на работе, либо в бизнесе. Такой прям мощный фундамент, и вы на нем стоите. Но, смотрите, не время расслабляться, наоборот, укрепляйте свою позицию, чем можете, чем сможете, до чего дотянетесь, на что фантазии хватит. Не время расслабляться, как не время пожинать результаты, там, на лаврах почивать, а время действительно укрепляться еще больше, грубо говоря, пускать корни, врастать в свое вот это прям желанное место. И смотрите, очень много, ну не то чтобы конкурентов, а скорее желающих, да, желающих занять ваше место. Такие люди, они моргать не будут. И в случае там чего, в случае какой-то заминки, либо ваших сомнений, очень быстро могут вас, ну, потеснить. Вот, имейте это в виду. Просто, знаете, как показано, что вы очень довольны будете тем, как складываются ваши дела, что происходит у вас в личном, что происходит в бизнесе, что происходит у вас на работе. Но, опять же, не время почивать на лаврах. Вы должны удвоить и утроить свое внимание, силы для того, чтобы укрепить полученную эту позицию. Прям очень важно. И еще. Мужчина, который делает вам нервы. Играет у вас на нервах. Ну, какой-то то ли он бестолковый, то ли он что-то от вас прячет, скрывает, вот какой-то рассеянный очень сильно. Тут вы можете его попросить что-то сделать, что-то купить, там, починить. А он такое вам наделает, либо такое купит, что вы в шоке будете. В шоке. Прямо выводит из себя, бесит. Девчонки, в ближайшие 2-3 дня лучше мужчин ни о чем не просить. Иначе потом придется все это переделывать, либо это будут зря потраченные деньги, и придется самой опять в магазин идти. То есть он у вас в каком-то странном состоянии, как будто бы он, ну вот как по голове его ударили, да, в себя не может прийти. Может, правда, он себя плохо чувствует, заболел, приболел. Может быть, он там пытается сконцентрироваться на своих делах на работе. Может, какие-то проблемы у него возникли, а он как партизан об этом молчит. Но ему лучше ничего не доверять. Ни покупок, ни каких-то поделок, ни какого-то ремонта. И детей тоже желательно не доверять, иначе, не дай бог, там где-нибудь забудет, потеряет. Вот. Он в какой-то не лучшей форме, я вижу, что прям бесит вас, но вы держитесь там, не ругайтесь, не устраивайте скандалов. Ну, с ним что-то происходит. Может быть, он вам признается, может, чуть попозже признается. Но вот явно что-то не то. Дальше. Здесь у нас Скорпион, но в таком классном положении, как будто бы вот вас, ну, закрывает, защищает. Если вы по знаку зодиака Скорпион, то вас ждет большая удача, большое везение. Если вы не Скорпион, но в вашем окружении есть человек под знаком Скорпион, держитесь к нему поближе. Ведь именно этому человеку очень будет вести, а если вы будете рядом, то вам тоже перепадет.
То есть человек будет максимально удачливым, максимально везучим, у человека прям все там получается, само все идет в руки. И если вы рядом, вам тоже, как достанется. Ну, а если вы сами Скорпион, я уже сказала, да, большая удача вас ждет. Так, и еще показано дерево, которое нужно поливать. Деревом обычно показывают семью, здоровье, семейные отношения. Надо поливать. То есть все-таки семья, любовь – это тоже как работа. Что-то ваше дерево чахнет. Нужно уделять больше внимания своим близким, детям, родственникам, любимому человеку. Вот. Не вы тут, получается, обделяете вниманием, а нужно наоборот уделять. И также, если мы говорим о вас, о вашем здоровье, то у вас вот какое-то уже как выгорание немножко идет. То есть нужно бросить все силы на то, чтобы пополнить ресурсы организма и дать организму достаточно и питания, и отдыха. То есть полить, поухаживать за собой, либо уделить максимальное внимание вашим близким, вашей семье. И еще у кого-то, возможно, будут признаки простуды. Там горло может першить, уши могут закладывать, насморк может появляться. И даже температура может повышаться. Опять же, нужно будет максимально быстро принять меры и не шататься по улицам, да? Отлежаться хотя бы день, а то лучше 2. Вот отлежаться, теплое питье, там медикаменты, смотря чем вы там привыкли лечиться. Кто-то народными способами, методами, кто-то из аптеки лечится. Но вот нужно будет себе дать возможность прийти в себя. Вот это геройство, что нет, у меня же там работа, все же без меня остановится, все рухнет. Вот пожалейте лучше себя. Смотрите, все зависит от вас. Если вы потратите там 2 дня, допустим, на себя, на свое здоровье, на то, чтобы выздороветь, прийти в себя, болезнь очень быстро пройдет. И если вы будете геройствовать, там все равно какие-то дела делать, ходить на работу, уставать, там, не доедать, не лечиться, то болезнь, во-первых, растянется, во-вторых, даже может что-то дополнительное выскочить, не дай бог. Все показывает в левой стороне, то есть это будет большой неожиданностью. Вот, и лучше себя, конечно, пожалеть и собой позаниматься. Дать себе время на восстановление, на отдых, на исцеление. Но не как с головой там, в работу не нырять. Тем более сейчас такое время, все можно из дома делать. И еще, мои хорошие, закрытая дверь, на ней замок болтается. Для вас это какой-то неприятный момент, но опять же, отчасти вы сами виноваты. Не идите, если вы досконально не знаете график работы той или иной организации, либо того или иного учреждения, там магазин может быть. Если не знаете, не идите, иначе можете вот прийти и замок поцеловать. Если вам прям очень-очень нужно, но вы опять же не знаете, залезьте в интернет, найдите там сайт этого учреждения, контактный телефон, созвонитесь, уточните часы работы, там, часы перерыва, да, чтобы вы там случайно не пошли и назад не пришлось бы возвращаться. Дальше какое-то очень интересное время, проведенное зеркалом. Но опять же, у кого-то отыграется в прямом смысле слова зеркало, и вы, например, там за собой ухаживаете, какие-то масочки, там, может, там мезороллер, что у вас, да, вот красоту наводите. А у других зеркало это может быть там телефон, либо планшет, либо монитор компьютера, да, то есть какая-то информация интересная, там, может, интересные посты, интересные авторы, там прям затянет вас, потратите гораздо больше времени, чем хотелось бы. Но, опять же, удовольствие получаете от того, что вы делаете. Приятное времяпрепровождение. Дальше потребности детей показаны. Тут дети явно что-то будут просить. И что-то такое, что вы себе, например, сейчас позволить не можете. Ну, либо что невозможно просто пойти и купить, да. Вот, придется находить те самые слова, чтобы и ребенок там в истерику не впал, ну и чтобы как-то договориться. Потребности детей, ну, скорее больше похожи на какие-то игрушки, на какие-то гаджеты, на какие-то хотелки ваших детей. Да. Все детское нынче очень дорого стоит.
Еще показана очень душевная встреча. С кем-то вы встретитесь и по душам поговорите. Прям тепло разливается вокруг вас и, смотрите, вокруг того другого человека. То есть встреча идет, может быть, какая-то банальная, там, обычная, ничего не обещающая, но разговор просто шикарный. Между вами какая-то волшебная атмосфера, состояние полного доверия. И ну вот что-то произойдет, да, что-то будет сказано, что-то будет предложено, да, в таком ключе. Что-то очень-очень хорошее. И в самом венце показан мужчина с огромной рыбой. Рыба с него ростом, размером, и мужчина еле-еле держит ее. Мужчина при деньгах. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпочку, ожидается поступление очень крупной суммы денег. Если вы женщина, и рядом с вами есть там муж, парень, либо взрослый сын, может быть даже брат, если вы дружны, то при больших деньгах будет этот мужчина. Мужчина, он у вас, конечно, деньги в руках как жгут, да, не держит, поэтому надо будет помочь, вразумить, подсказать, ну, либо себе забрать, да, а то все потратит, просто ухитриться за один вечер всю эту сумму просто вот растрынкать, спустить. Вот. Во избежание всяких таких неприятных моментов мужчины денежки передаем любимой женщине, ну, либо любимой мамочке, ну, либо если вы женщина, то денежки лучше, да, забрать, иначе мужчинка потратится, причем подчистую, на какую-то ерунду, и потом непонятно будет, куда эта сумма делась. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.